повторялось. И сейчас мы очень много знаем о каких-то транзакциях, которые там были, кто чем торговал, сколько это все стоило, какие были обменные курсы и прочее. И всем этим заведовали очень важная профессия людей, которых называли скрибы. Они сидели и записывали все это, потом подсчитывали, сравнивали. Это огромная такая работа была проведена, но цивилизация эта исчезла, но как говорится, последовали этому примеру и другие цивилизации, египтяне, например. В Египте очень почетная профессия была действительно профессия, которая схожа сейчас с аудиторами, которыми являлись такие королевские специальные казначеи, которые ходили и проверяли все, сколько там зерна пришло, поступило, сколько чего, значит, люди сделали, сколько больших банок или бочонка пива нужно распределить среди рабочих, потому что в Египте занимались очень большими проектами, строили пирамиды, как вы знаете. И все это потом перетекло к грекам, но греки оказались очень людьми творческими, и многое ушло, как говорится, незамеченным и не записанным. То есть там процветала нереальная коррупция, как мы поняли, и все это привело к тому, что афинская демократия развалилась под очень, значит, под, как говорится, под силой внешней римской, а римская сила, она заключалась в том, что там был везде порядок. А порядок какой? Порядок действительно связанный с аудиторами. Там и впервые появился термин аудитор, это римское слово аудире, да, от этого слова произошло, это означает слушать. Вот раньше в Древнем Риме, когда какие-то происходили события, связанные с бизнес-транзакциями, люди отчитывались. И весь этот отчет люди слушали в открытом публичном месте, и были специальные люди, которые эти отчеты слушали, сравнивали и давали, значит, подтверждение. И вот такая древняя история, и она пришла к тому, что мы сейчас живем в таком мире, где без аудиторов некуда ступить просто. Это настолько важная профессия, и сейчас, например, вы хотите какой-то поднять бизнес-проект, обязательно должны быть очень большие такие серьезные финансовые исследования, которые делают аудиторы. А если вообще международные проекты, они ни шаг без аудиторов никуда не ступают, а большие компании, тем более транснациональные, они должны обязательно отчитываться, показывать это и прочее. Но это вся история дошла до Якутии, и у нас создалось такое сообщество аудиторов, которые вот сейчас представляет Виталий Иванов. И у меня, как всегда, есть такой важный вопрос, который я хочу узнать. Это то, что какая была у вас своя образовательная траектория, где вы учились, в каких школах вы учились, как учились и прочее. Вот мой первый вопрос. Всегда очень интересно узнать. Ну, во-первых, приветствую тебя и всех зрителей, не знаю, как это там, телезрителей, YouTube-зрителей, как Да. интернет-зрителей, но тем не менее, очень рад. О себе, ну, могу сказать так. Ну, во-первых, зовут меня Иванов Виталий Сергеевич, я генеральный директор по Североаудит, аудитор, член СРО, ассоциация Содружества. Начинал свою деятельность, так скажем, если брать со школы, это была районная школа, в которой, в принципе, как всегда, у нас есть плюсы и минусы, но большой плюс был, что так как учеников было не так много, да, то каждому уделяли достаточно пристальное внимание. Да. Как-то улизнуть от каких-то знаний было, можно сказать, невозможно. Поэтому поглощал все, что можно. Одним из первых моих, так сказать, событий это была победа в общешкольной олимпиаде. Прямо в первом классе это была математика. Сначала я, честно говоря, удивился, как так вот, математика. Я себя не видел, я сам помню
Думаю, как я мог выиграть в математику? Ну, вроде, как сказать, вроде как думаю, так сильно, в общем, я не тренировался, ничего не делал, да, то есть как есть, и, получается, выиграл. Думаю, ну, ладно. Ну, на этом как бы общая тема была закончена, я учился, в принципе, уделял внимание всем предметам, но в целом любил читать. Читать, хотя вот в век, когда, скажем так, интернет был не развит, вернее, у нас его не было на Западе, может быть, как-то это более-менее было, да, читать, может быть, любили все, как-то так или иначе все равно читали, да. Получается, последние 2 класса я уже заканчивал в Якутске. Была тема как бы разделена так. Либо я куда-то поступаю, ну, это, скажем, среднепрофессиональное образование, да, либо я доучиваю в школе, но с какими-то углубленными знаниями. Вот так, да. Выбрали, скажем, второй вариант. Да, и это был гуманитарный лицей. В то время частных образовательных учреждений было немного, даже гуманитарный лицей, насколько я знаю, он был, как сказать, не полностью частным, да, а, так сказать, под надзором Минобра. Это было начало 90-х. Да. Я выпускался тогда, это получается, вторым выпуском, то есть, ну, можно сказать, что это было начало в том числе каких-то частных партнерств, что ли. Гуманитарный лицей был образован 3, ну, по мне, выдающимися специалистами. Это Васильев, Мамедов Гамалик Куламович, да, и Соловьев Андрей Августович. Да. Вот, получается, Андрей Августович у нас вел экономику. Для того времени, начала 90-х, да, это было, конечно, ну, что-то невообразимое, а тем более после школы. Да. То есть это какой-то новый предмет, плюс рыночная экономика наступала, тут ельциновские вот эти времена, да, торговля, да, получается, старался поглощать эти знания как мог. Да. Но так как предметов было много разных и интересных, то полностью погрузиться в этот предмет, конечно, не смог. Но, тем не менее, если говорить о дальнейшей моем профессиональном росте, то в конце обучения, кто хотел, мог получить курсы бухучета. Да, бухучета. В принципе, я о нем знал, ну, достаточно слабо, но тем не менее подумал, что это будет не лишним. В любом случае, новые знания будут не лишними. Успешно прошел эти курсы, ну и, можно сказать, как сказать, успешно их и забыл. Вот так. Но, тем не менее, какие-то знания остались, да. В дальнейшем я видел себя как экономиста, да, и, в принципе, был на это нацелен. При поступлении в университет, это Сибирский университет потребкооперации, бывший институт торговли Новосибирский, я поступал, если честно, на экономиста, да, и себя в этом видел. Но получилось так, что стал, ну, летом, скажем так, стал подрабатывать. И когда мне говорили, какие у тебя знания, я говорю, ну, я учусь, вот как учусь, да, говорит, ну, у тебя что-нибудь есть, корочка какая-нибудь, как ты кем будешь работать? Я говорю, ну, вот экономист, но экономист, ты, говорит, учишься. Давай. Ну, и получилось так, что у меня были корочки, вот, бухучет, да. А так как, в принципе, это смежные в чем-то профессии, в чем-то, ну, по крайней мере, экономисты берут данные бухучета, да, то, получается, я начал как-то подрабатывать бухгалтером. И, получается, втянулся в это так, да,
И понял разницу между экономистом и бухгалтером настолько сильно, что решил, что дальнейшую свою жизнь буду посвящать бухучету. Да. И получается, на втором курсе, ну, получается, с третьего курса перевелся на бухучет и аудит. Да. Это был такой переломный момент, который я, ну, для жизни, да, который я сам думал, так ли оно, правильно ли я иду, но поработав именно на практике, понял, что точные науки это все-таки для меня более разумно, чем вот что-то в разряде там статистика, да, экономика. Да. Да. В работу я втянулся со всем желанием, все свое более-менее свободное время посвящал чтению научных журналов, научных, ну, скажем так, всю нормативку вычитывал, какие-то проблемы бухучета, все. Ну, те, какие журналы были на работе, в принципе, я их все прочитывал, да. Тогда экономика у нас тоже только становилась на ноги, да, соответственно, бухучет, он только, скажем так, формировался, так же, как и налогообложение, оно постоянно менялось. У нас сейчас меняется, а тогда это был просто вал какой-то очень большой смены. Хотя, может быть, не так часто, но полностью и кардинально все менялось. Да. Я, получается, работал с сотрудниками, которые, конечно же, помнят эту советскую методику бухучета, да, многие, может быть, не хотели как-то меняться, да, но, тем не менее, они дали мне то упорство, да, с которым принято было работать при госплане, да, то есть копейки не досчитался, у тебя будут большие проблемы, вот так вот. Поэтому я принял, получается, какие-то и новые знания, и старые, и опыт, да, и тоже был скажем так, на острие вот это вот приходили какие-то компьютерные технологии, вот только, да. Получалось, так как я был достаточно молодым специалистом, я вот старался ну, через себя это все пропустить, потому что если не я, то кто? Да. То есть все современные технологии проходили через меня, и я уже сам начинал обучать, скажем так, других бухгалтеров. Вот так вот. Да, так получилось, да. Замещал главного бухгалтера, и ну, как-то дело пошло, так скажем. Да. Что касается института, то, в принципе, как только я поступил на бухучет и аудит с моими небольшими, так скажем, познаниями, но тем не менее уже познаниями, мне намного было проще учиться, чем, скажем, тем, кто был просто с нуля. Они просто не понимали, о чем. Я, честно говоря, зачем нам это, зачем то, что это, да? И когда практические занятия были, просто не понимали, что это. Ну вот так как сказать, люди, может быть, кто-то и не хотел учиться, кто-то хотел, там по-разному, но тем не менее. Поэтому остальные годы моего обучения прошли очень быстро и, ну, можно сказать, даже незаметно. Я, в принципе, отучился на отлично, диплом с отличием получил по всем предметам, в том числе касаемые бухучета, не касаемые, ну, как-то мне было очень интересно, очень. Это с большой теплотой вспоминаю обучение всех учителей. На последнем курсе я, в принципе, уже знал практически и выпуск экономистов, и бухгалтеров, и завучи ко мне очень хорошо относились. Ну, то есть просто впрягся. И плюс, получается, был таким, так сказать, локомотивом, что ли, в институте, ну, на которых говорили, ну вот, он же может на отлично учиться. Вот, то есть так, да. Хотя я, в принципе, не стремился, скажу так. Школу, лицей я закончил, ну, не с тройками, но, тем не менее, как-то, как хорошист, что ли, так. А в институте у меня
поперло, в принципе, да. Соответственно, после института я уже, как сказать, на работе окрылился с красным дипломом, какой-то опыт был небольшой наработан, да. И, в принципе, вот так вот плавно подошел к профессии бухгалтер, да, и ее уже принял для себя. Принял, да. Несмотря на все перипетии, ну, что это мое. То есть здесь я что-то могу, здесь я понимаю, да, здесь, все то, что я, в принципе, для себя видел. Как работать, что нужно делать, как можно там самообучаться, в чем можно видеть плюс. Да. Так, как я оказался в сфере услуг аудиторских, рассказать, да? Но я сейчас Или... вот скажу одну вещь, да, так сказать. Вот вы не сказали одну, да, один момент. А в каком же районе, в какой районной школе вы учились? Это Так, осталось за кадром. да, это был Тампонский район на Мгм. тот момент, да. В принципе, получается, Развилковская, Теплоключевская, средняя школа. Теплоключевская средняя школа. И Да. сколько было учеников в этой школе? В вашем Ой, классе? в нашем классе, где-то в нашем классе было где-то, может быть, 10-15, в зависимости от лет, то есть вот так вот. То есть Да. получалось так, что на начальном этапе, да, Ага. это было 80-й, народу было достаточно много, да. Но с приближением 90-х, скажем, да, то, что вот у нас началась перестройка, кто-то стал уезжать, вот так, скажем, людей стало становиться все меньше и меньше, не только там в школе, вообще в целом, да. Мгм. Но тем не менее, учителя все были, Мгм. каких-то таких Мгм. проблем особых не было. Да. Школьная библиотека достаточно была серьезная, большая, Мгм. Мгм. так что бери, читай. То есть это И каким-то образом вам повезло, потому что энергии учителей было достаточно, а значит, учеников число снизилось, и на вас утроено, удвоено, скажем так, было внимание и энергия направлена учительского коллектива. да, наверное, большое им Да, спасибо. очень замечательно, Да. да. Это же замечательно. И второй момент– это то, что вы учились в знаменитом гуманитарном лицее якутском, который, как раз мы поняли, является одним из самых основных таких учебно-образовательных учреждений города Якутска, который выдал на кону, как говорится, на очень много интересных, талантливых людей. Мы сегодня тоже общались с очень интересным, талантливым человеком, который работает сейчас в Москве в телеканале «Пятница», который учился как раз в вашей школе. Он тоже сказал, что эта школа дала ему все буквально. Это было начало его Да. успеха. Вот без этой школы бы он, видимо, я так думаю, не видит, какой бы был у него карьерный путь или успех, да, все начало, значит, было в этой школе. И это замечательно, потому что я всегда думал, что есть такие школы, которые являются удивительно важными и ключевыми, и очень большая благодарность, конечно, вашим учителям и тем троим товарищам, которые смогли открыть эту школу, этот знаменитый, значит, гуманитарный лицей. Ну, особенно я единственное знаю Гамали Куламаглы Мамедова, как замечательнейшего человека, который так много сделал в Якутии. И встречаясь с ним или беседуя, это, я считаю, одно из таких важных достижений в жизни каждого якутянина. Если бы он там, значит, с ним имел счастье встретиться, скажем так, и думаю, что вы его видели, и, наверное, он вам и лекции читал, и прочее, да, что я считаю очень таким хорошим знамением вашей жизни, да, так сказать, было. То, что такие люди работали и помогали вам, и учили вас. Да. Да. Им большое спасибо. В принципе, в лицее я научился, скажем так, самостоятельно мыслить и в части и анализировать информацию. Да. То есть там ставили так задачу, да, что ты не просто должен выучить, да, а ты должен постараться выработать именно свое мнение по
по разным вопросам. Разным вопросам, да, но именно свое, да. Тогда для, скажем, постсоветских школ это было как-то странно. Всегда мнение, как бы была такая генеральная линия партии, скажем, вот она мнение и все. А у нас спрашивали, а твое мнение, вот какое, как ты считаешь? Вот, ну, расскажи, да. И ты думаешь, ну, так сказать, сначала было странно это слышать, да, ну, потом, в принципе, привыкли, да, и это сподвигло уже к самообразованию, чтению и анализу. В принципе, что в аудите как бы очень важно. Да. Самообразование, анализ информации, да? Да. Да, и самосовершенствование. То есть Совершенно верно. Вот постоянно. потому что я тоже уверен в том, что когда человек, особенно будучи школьником, получает возможность самостоятельно мыслить критически, это является основой всего, буквально его настоящего развития человека. Вы с этим согласны, я думаю. Да. И третье, да, что я хочу сказать, это то, что вы также учились в знаменитом Новосибирском институте потребкооперации. И, насколько я знаю, это знаменитый институт, ну, все были наслышаны, особенно в советское время про этот институт. Туда очень все стремились, многие люди попасть, поступить, и считалось, что это очень невероятно престижно. Я помню, что его в 20-е годы организовал сам Алексей Николаевич Косыгин, который работал в Новосибирске потребкооперации, и он же носил имя Косыгина, я так помню, да, или до сих пор носит, может быть, одного из таких выдающихся экономистов и наших премьер-министров Советского Союза, который как раз придумал или имеет такое большое значение в развитии легкой промышленности таких городов, как Тольятти, да, это наши, значит, «Жигули» и прочее, это все детище Косыгина Алексея Николаевича. То есть это буквально очень такое удивительное место, где вы, наверное, действительно, как вы сказали, получили настоящие, значит, ну, заковались как специалисты и получили крещение боевое, да, так сказать, обучаясь и одновременно работая там. Это же просто удивительно. И хорошее сообщество такое. Вы стали там героем своего института, да, и это замечательно. Вот очень приятно слушать это. И вот скажите, да, вот когда вы начинали заниматься и бухгалтерским делом, аудитом, что из себя представлял аудит тогда, вот в начале, был он в таком состоянии простом, сложном, каком, да, по сравнению с тем, что вы сейчас имеете в виду? И, ну, имеется, какой вот сейчас аудит, и аудит в 90-е годы, когда вы к этому приступали, насколько я помню, это очень новое дело было, и мы даже не знали, что есть такое слово аудитор. Да, получается, я в аудит пришел, это был 2001 год. 2001 год ознаменовался для аудиторов тем, что был принят первый закон об аудиторской деятельности. Раньше были временные правила аудиторской деятельности, изданные указом Ельцина еще в конце 93-го года. Вот так. Ну, если документарно брать. Соответственно, я, получается, прям на распутье вот так вот появился, да, то есть, скажем так, как раз с этого года началось более-менее упорядочивание деятельности аудиторских фирм. Все-таки, когда и вот я только-только пришел, а это был май 2001, то есть еще не был принят закон об аудиторской деятельности, это был август. Да, получается, аудиторы выполняли больше функцию ревизоров, вот так вот. Как-то все-таки по аналогии скажем так, с госпланом, да, то есть с ревизией. То есть, ну, это было заметно. Но самое интересное, что и организациям это было нужно именно вот так. Именно вот ревизия.
Потому что основные проверки у нас были там унитарных предприятий, то есть госсобственных. Да. Почему тоже? Потому что их, в свою очередь, заставляло министерство. Ну, их не министерство, кому они были подведомственны, в том числе Министерство имущественных отношений, делать именно вот такие проверки. И они их и воспринимали как ревизию, да? Даже когда мы начинали их проверять, они говорили, а вот такая-то ошибка, такая-то. Я говорю, а вы знаете, что аудит — это все-таки выборочная проверка. То есть там не может быть все сплошняком, просто чисто физически. Да. Как? Вот так? Вот у нас обычно вот так проверяют. То есть, у них, например, или там, сейчас это счетная палата, там, ГКУ, их проверяли вот именно так, и они видели это так. Да, и чтобы как-то мышление руководителей поменять, да, это надо было очень долго и нудно с ними разговаривать, да. Но, получается, с 2001 года начинается упорядочение аудитской деятельности, и аудиторам уже напрямую указывает путь тот, который принят в международном сообществе. Да. В части, получается, принятых нормативных актов Международной Федерации бухгалтеров. Да. И уже и сами аудиторы, да, и документация для проверок стала, не точь-в-точь, конечно, как за рубежом, но тем не менее появились федеральные стандарты аудиторской деятельности, которые практически там на 90% соответствовали международным стандартам аудиторской деятельности. Да. Соответственно, и задачи стали меняться. То есть у нас основной контингент уже пошел. Это это акционерное общество. Конечно, акционерные общества были разные, но тем не менее, все-таки эта информация уже должна была быть, скажем, более понятна для инвесторов. Да. То есть вот то, что сейчас как бы основной критерий на Западе. Да. Но опять же, с нашим, скажем, с нашим менталитетом, да, то есть все-таки, несмотря на то, что это уже были 2000-е, ну пусть и начало, да, все равно как-то вот все хотели воспринимать это, а сколько я налогов заплачу, а сколько я там насколько я там попаду, или как вот у меня бухгалтер там работает. Я говорю, эта информация должна быть более развернутая, скажем так, о честности тех операций хозяйственных, да, и, скажем так, как, насколько деятельность данной организации может продолжаться более длительный срок, чем она сама себе это предусматривает, да? Да. Да, это был вот такой вот переломный момент. Там в части аудиторов, конечно, много чего было. Точно прописали, что такое аудиторская деятельность, кто такой аудитор, сколько аудиторов должно быть в организации. И получается, вот с 2001 года началась, не только признали аудиторскую деятельность как равноправную деятельность в России, да, наряду с остальными. Потому что все-таки закон — это как-то более упорядочение деятельности, да, и уже совсем другой уровень. Вот почему многие виды деятельности, у которых нет закона, да, они все-таки считаются как бы как нелегалы, что ли, вот так вот, да, и они постоянно мечутся, а правильно мы делаем то, а неправильно ли мы это делаем, да, а все-таки закон есть закон, да, да, и получается, но несмотря на то, что этот закон приняли,
постоянно стали принимать изменения. Изменения, дискуссии, ну, я больше скажу, эти дискуссии до сих пор ведутся. Получается, план реформирования аудита на данный момент подписан до 2024 года, так что еще впереди много чего, да, но тем не менее. То есть, получается, в основном, получается, директора, акционеры, инвесторы все видели все-таки это как ревизия. Но это именно с нашей точки зрения, с российской, да? Да. Сейчас, в принципе, начинают уже понимать, для чего аудит нужен, да? Приглашать аудиторов уже, скажем так, по более обширному кругу вопросов, да? Потому что аудиторская деятельность — это не только проверка букв финотчетности, а еще и сопутствующие аудиту услуги. Это консультирование, восстановление, подготовка отчетности и даже сопровождение и даже, получается, компьютерное сопровождение. То есть все, что связано с учетом, все аудитор, в принципе, может делать, он делает и делает качественно, потому что именно то, что закон об аудиторской деятельности легализовал, скажем так, деятельность аудиторскую, да, это дало большой толчок в развитии аудита. Но опять же, развитие аудита как бы пошло, да, но и, скажем так, пока организации стали разбираться, кому нужен аудит, кому не нужен аудит, да, для чего он нужен, прошло небольшое, ну, скажем так, достаточно приличное даже время, и на данном этапе все-таки идет реформирование, да, реформирование. К чему оно приведет, пока не знает, мне кажется, даже Минфин. Да. А скажите, пожалуйста, Поэтому, вот это реформирование и прочее, я вот те полагаю, вопросы. оно же должно быть связано тем, что мы становимся ближе к международным стандартам, так вроде бы, или нет все-таки? Да, так, но это был один из этапов. Вот переход на международные стандарты аудита у нас произошел с 2017 года только. Да. То есть если вот закон был принят в 2001, да, а до этого были временные правила, то переход напрямую на международные стандарты аудита только в 2017. Да, и то, в принципе, не на все, а только на те, которые утверждены Министерством финансов. Ну, это, в принципе, дословно переводы. То есть фактически то, что сейчас делается, да, это идет как бы, получается, приводится к тем же стандартам мировым и прочее. И разница, да, из-за того, что у нас много государственного сектора, так я понимаю, да, из-за чего вот имеется разница с международным уровнем, международными нормами. Да, у нас, в принципе, разные организации, ну, например, есть там госкорпорации, да, какие-то там АО у нас, в принципе, очень часто может быть вообще с одним собственником, да, то есть это как бы, как сказать, ну, достаточно большой казус для мировой экономики, да, то есть таких стопроцентных акционерных обществ, акций, которые котируются на бирже, да, в принципе, не так много. И они, в принципе, уже достаточно давно пользуются международными стандартами финотчетности, и в том числе и международными аудиторами. Да? То есть они уже в этой теме достаточно давно. А вот чтобы за ними успевали другие организации,
Вот это вот государство, ну, никак не может, как сказать, сподвигнуть, да, Мгм. потому что выход там на листинг, да, как-то на Мгм. биржу, это достаточно серьезно для Мгм. организации, Мгм. а многим директорам, не, скажем, может быть, это не нужно. Ну, он зарабатывает все какие-то деньги, организация ведет деятельность, ну, Мгм. как-то вроде и ничего, да. Мгм. А вот это продумать инвестирование, то есть брать международный уровень у нас и не от аудиторов тут уже дело, да, а вот Мгм. с самого бизнеса. Он Мгм. пока не может широко выпрыгнуть на международный уровень. Вот вроде Мгм. и постоянно говорится, там нужно уходить на мировые рынки, да, Да-да. но тем не менее все как будто топчется. Но тем не менее аудит как бы подтолкнули туда. То есть аудит уже там, а бизнес, скажем, Еще здесь. ну, может, да, одна нога там, а другая здесь, вот так вот, Да. да. Значит, Но в части реформирования больше хотят сделать прозрачность и деятельности и, и больше доверия, скажем так. мгм. То есть они из среднего звена аудитских фирм хотят сделать близкое к Big 4, который Аудиторская имеется вот компания, да. ну, да, на международных. То есть у нас, например, сейчас нет каких-то отличных стандартов, например, для крупных компаний аудиторских и для Мгм. мелких. То есть Мгм. абсолютно одинаковые стандарты, абсолютно одинаковые документы, все полностью э, формируется и Стандартизировано. стандартизировано, да, никакого шаг влево, шаг вправо. Несмотря Да-да. даже на то, что в международных стандартах написано, что малые аудиторские фирмы, да, могут, ну, скажем так, сокращать документооборот свой, да, да. Мгм. Но, тем не менее, у нас это никак не актуализируется, никак не продвигается, ну, скажем так, э, проверяющие органы, а у нас их там несколько, конкретно Федеральное казначейство, да, там СРО, вот еще подключился Росфинмониторинг, да, они видят, что мы должны документацию вести полную всю, да. Мгм. Да. Соответственно, сейчас будет так. А все их реформы, в принципе, приводят к чему? Только к укрупнению фирм. Да. Мгм. То есть основная тенденция, то есть так или иначе эти реформы приводят к укрупнению фирм. И так или иначе эта тенденция будет. В Мгм. принципе, как и в бизнесе. В Мгм. бизнесе сейчас то же самое. Поэтому Да. мы как-то коррелируем вместе с бизнесом. Да. Мгм. У них укрепление, у нас укрепление. У них какие-то Мгм. реформирования, в принципе, сейчас тоже, да? Даже тоже вот акцизные марки, там это коды, штрих-коды, маркировка, то есть все пошло, да? То есть Мгм. более упорядочение. Ну Мгм. и у нас. Просто что у нас, вот сколько, получается, я в аудиторском деле вот конкретно с 2001 года, и все это время, все практически, идет реформа аудита. Так Мгм. или иначе. Да. Мгм. Мгм. Поэтому, да, и она еще будет долго. Поэтому сначала это было как-то непривычно, а сейчас все, ну, то есть сейчас уже сами аудиторы понимают, что действительно какие-то изменения должны быть, да, они к ним готовы, Мгм. готовятся, да. Ну, в принципе, в этом страшного ничего не видно. Да. И вот говоря о том, что сейчас в российском рынке, да, доминируют опять же те же самые 4 Big Four, 4 Ага. большие аудиторские компании, они фактически весь крупный бизнес поделили между собой. Ну, это Deloitte, да, так сказать, PricewaterhouseCoopers, да, еще KPMG, и какой еще один там четвертый, да, Эрнст энд Янг. AU, да, да. Ага. И вот фактически они все британские фирмы, да, они там, ну, являются английскими фирмами, даже не британские, а английские фирмы, да, буквально.
Потому что я, насколько помню, KPMG был из Лидса, например, да, это из маленького северного города, да, так сказать. Pricewaterhouse это откуда-то из Лондона, да, Deloitte Touche и прочее, это тоже лондонские фирмы, да. И получается так, что там же, если исторически посмотреть, то в 17 веке в Англии произошел один невероятный такой момент истории экономики, когда впервые применили метод создали акционерное общество, что Да, да, можно да. было, скажем так, иметь какое-то юридическое лицо, на которое можно было повесить кучу долгов, там прочее, и также смогли понять, что это юридическое лицо может иметь абсолютно собственную историю, быть ответственным за кого-то, да, таким образом оно даже с акционерами имеет опосредованную связь, и это дало невероятно сильную, то есть смогли поднять деньги на много-много тысяч раз, больше, чем это было возможно, когда были индивидуальные люди, индивидуальные предприниматели и прочее. То, что не произошло, Да. например, во Франции, когда, и это стало потом очень очевидным, когда через 50 лет, например, Бувенгиль, очень известный французский путешественник, приехал в какие-то там Гавайи, да, весь обшарпанный, ужасных каких-то там лохмотьях, потому что денег не было, а тут приезжает там сотни английских кораблей, все невероятно оснащенные, там очень богатая жизнь, музыка течет, вино течет, все такое. И это лишь потому, что бедная Англия, да, смогла создать такой огромный коммерческий инструмент, который все это сумел произвести, и тогда же и появились вот эти все компании. Потому что любые акционерные компании, они требуют отчетности, требуют того, чтобы люди знали, акционеры, как все это проводится и прочее. А когда в нашей стране это почти очень трудно сделать, и акционерных компаний как таковых публично очень мало на самом-то деле, то в России имеется огромный потенциал роста. Если Да, да. все это устаканится, то у нас наша экономика может в разы увеличиться, просто в разы. И это действительно шаг идет к этому. И вопрос вот такой. Недавно мы услышали очень интересное такое интервью, и я сегодня слышал даже, значит, одно было интервью Силуанова, министра финансов нашей страны, да, о том, что в скором времени бухгалтеров не будет. А второе было, значит, это выступление Германа Грефа, который очень красиво показал новую концепцию или даже, скажем так, рабочую модель Сбера, да, каким образом Сбер изменится. И также он упомянул, что дело уже прошлого, эти бухгалтера и прочее. Вот скажите, пожалуйста, ваше мнение к этому. Вот нынешней позиции, скажем, таких ответственных людей, которые я сегодня услышал, и ближайшие, ну, как говорится, несколько дней назад. Да, но тут как бы несколько аспектов таких, да. Ну, первое, да, ну, например, конкретно возьмем Сбербанк. У него действительно бухгалтеров было много, да. Да, и многие операции действительно можно было как-то заменить, не знаю, какими-то там компьютерными программами, да-да-да. Сам Греф, насколько я помню, говорил, что минимум они то ли на 30 сократят, то ли 30% оставят, да, бухгалтеров своих, да. Тут возможно, да, но опять же, то есть именно сокращение штата, да, но не вымирание профессии как таковой, да. Они постоянно говорят о вымирании профессии, да, Да, а по абсолютно. факту выходит именно сокращение штата. Но если штат сокращается конкретно в Сбербанке, это не значит, что бухгалтера исчезают как бы с поля зрения и, ну, идут, я не знаю, там, куда-то работать, там, уборщицей, и как куда угодно, да. Нет, они идут тоже в бухучет, да, только в другие организации, да. Сейчас у нас достаточно широк спектр деятельности там малых предприятий. В принципе, они практически все могут заниматься. Вот даже недавно был тендер на космическую программу, в которой участвовала в том числе частная компания. Да, да, то есть поэтому здесь они, мягко говоря, лукавят, да.
И мне кажется, в принципе, берут мнение с западных аналитиков, да, которые достаточно давно уже, даже, я не знаю, еще с кризиса 30-х там в Америке, да, вот этот вот спад, где говорили, все, сейчас как бы массовые увольнения будут, там, все, никто никому не нужен, сейчас вот там паровые котлы, все, автоматизация, ну, начнется. Но тем не менее, рабочие места есть, да, уровень безработицы плюс-минус как бы он остается, да, только возникают новые профессии. Вот, например, кто знал, что там будут айтишники, да, да. Тем не менее, вот получается, действительно с каких-то профессий уходят, куда-то приходят, но даже если полностью предположить, что будет какая-то компьютерная программа, да, искусственный интеллект, который делает за тебя работу, да, то в любом случае должен быть человек, который эту программу обслуживает, да, или хотя бы проверяет. Иначе смысла в этой программе не будет никакого, да. Соответственно, я вижу так, что как бы Силуанов, мне, честно говоря, странно, как он сам, лично министр финансов, то есть, можно сказать, главный бухгалтер России, да, говорит о том, что бухгалтеров не будет, да, ну тогда и по идее его не должно быть. Это все-таки же, как сказать, он же тем же самым занимается, да, тоже подсчет, да, то есть вместо него тоже можно там робота посадить, ну и все будет по его понятиям. Да, просто тут вопрос в количестве, да, сколько будет количество. Но тем не менее, если рынок будет развиваться, будут появляться какие-то новые виды деятельности, то и люди в них будут работать, то и востребованность в бухгалтерах, она будет, да. То есть мы берем просто как бы за основу, за ноль, что вот у нас все организации, которые сейчас есть, они так и будут. Все, например, никаких нет. И он говорит, чтобы сократить затраты, издержки, да, говорит, давайте там каких-то людей уволим, а какие-то программы возьмем, искусственный интеллект внедрим, да, да. И они представляют так, что эти бухгалтера будут не нужны. Но мир же постоянно движется, да? В этих организациях они не нужны, а где-то они, может быть, нужны и даже очень востребованы. Вот здесь вот, например, нас постоянно спрашивают хорошего, качественного бухгалтера. Да, и тут вот этот, кстати, очень важный аспект, да. Если человек профессионал, да, именно профессионал своего дела, то работу он найдет. И его, ну, возьмут с руками и с ногами. Вот у меня спрашивают именно вот, профессионалов, да, на кого можно понадеяться, да, довериться, да, и они как бы на расхват. Да, соответственно, но если человек, как говорится, не блещет в каком-то виде деятельности, то это уже не зависит от профессии. Да, это зависит от него, от его лично самого, что он, ну, вот так не смог реализоваться где-то. Ну, значит, может быть, в другом виде деятельности или бизнесе, или еще в чем-то реализуется. Это же как бы, как сказать, такие постулаты. Да. Поэтому, кстати, вот был январь, кажется, 2014 года, была статья в журнале Economist, да, где представители Оксфордского университета говорили, что, по их мнению, бухгалтеров и аудиторов, кстати, они как бы, ну, совместили это, да, в ближайшей перспективе станет меньше на 94%. Ну, еще так точно подсчитали, да, конечно, ага. Удивительно, они, конечно, молодцы, да? Это британские ученые. Да, британские ученые, они постоянно, да. Они как политики, да. Надо много чего рассказать, да, пообещать, а потом объяснить, почему это не произошло, да. 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 И еще очень большой фактор – это то, что мы на данный момент, скажем так, живем в такой стране, как Россия, да. Да. Она очень разнообразна, она большая, да, и полностью как бы всех под одну гребенку, что вот, например, в Москве
количество этих бухгалтеров уменьшилось, ну, значит, во Владивостоке будет так. Так нельзя сказать вообще никак. Да. Это разные факторы. Там, может быть, быстрее как-то технологии входят, здесь медленнее, да? Соответственно, и полностью тенденции, что это будет одно и то же. Потом по странам то же самое. Возможно, Британия, конечно, идет впереди планеты всей. Ну, ей, как сказать, по статусу положено. Все-таки аудит у них развивался. Да, им говорить, что аудиторы уйдут, ну, возможно, возможно, у них и уйдут, да? А у нас, Да. если они и уйдут, например, то это будет намного позже, да? И как-то не так. Вот почему, например, вообще аудит возник? Он же, там многие ученые говорят, что еще там 7 сотен до нашей эры он там возник в результате того, что появились товарно-денежные отношения и просто товарообменные отношения. То есть где есть товар, где есть деньги, да, там обязательно должен быть контроль. Контроль, да. Можно там это называть там аудит, там, раньше наверняка это аудит он и не назывался, да, но тем не менее все понимали, что контроль должен быть. Если контроль полностью, ну, может быть, частично это и нормально, например, та же инвентаризация, например, по штрих-кодам, да, чтобы как-то все само делалось. Какие-то элементы на искусственный интеллект и отдать. Но полностью довериться это нельзя. То есть иначе у нас будет как в английском клубе. Все друг другу доверяют. То есть, да, я даже не представляю. Вот они сами представляют, они говорят, вот мы все искусственному интеллекту. Вот он лично доверится искусственному интеллекту для того, чтобы сказать, вот его акции, ну, покупай, 100% все будет нормально. А почему? Потому что в любом случае организациями, да, они же не говорят, что директора организаций вымрут, да, ну что, как не будет такое, да, то есть это все равно будут люди, да, они могут совершать ошибки, да, в том числе, получается, совершать ошибки на основе тех данных, которые ему, может быть, будет давать искусственный интеллект, да, и, соответственно, те же инвесторы, может быть, сразу, может, не сразу, я не знаю, как это будет, но в любом случае будет какой-то случай, где они попадут очень сильно. Очень сильно с такой информацией. Да, потому что информацию обязательно нужно анализировать, использовать опыт, да, потом брать, как сказать, много факторов. Ну вот, например, просто факторы мы смотрим, какое образование у главного бухгалтера, например, да, какой опыт, да, в каких сферах деятельности, сколько она работает, то есть, да. Потом, есть ли система внутреннего контроля, кто проводит, как проводит, да? Потому что тут много-много-много-много факторов, да, которые искусственный интеллект вряд ли как-то воспримет, да, только если работать будут тоже такие же искусственные какие-то люди, да, которых он сам лично, ну, получается, 100% знает, что вот он проводит такую операцию, да, и он будет ее проводить вот так, постоянно и по такому-то алгоритму, да. Без изменений. Да, но человек это не алгоритм, он может ошибаться, да, может где-то что-то взять лично для себя, да, вот для этого и нужен контроль, чтобы такого бардака не было. Вот тоже хороший пример. В свое время в Германии, когда пошла тема по аудиторам, да, ну, они, скорее всего, взяли ее все-таки у англичан, да, да, чтобы, получается, законов особых не было, и как бы аудиторами, получается, ну, не то, что назначались, да, аудитором мог быть, например, сотрудник организации, да, и когда говорили, вот, давайте проведем проверку там нашей отчетности, да, получается, сотрудник организации или там это знакомый брал, проводил, да, да, а потом эти организации банкротились достаточно часто, и когда уже критический уровень прошел, они поняли, что все-таки, так тут как бы не все так просто-то, да, аудитор же должен быть еще независим, там еще чего-то, да, Да, вот да, именно. то есть тут как бы общий шаблон брать нельзя, а тем более довериться полностью искусственному интеллекту. Потому что как только человек доверится полностью искусственному интеллекту, это уже будет, ну, как бы уже не человечество, да, это уже будет что-то
и из ряда вон. Но трансформация профессии, именно трансформация, я ее вижу, ну, достаточно сильно. Потому что, например, раньше аудитор, он проверял, вот, просто занимался только проверками, да. Потом все-таки туда внедрили консультации, это введение учета, как-то более-менее. Сейчас вот получается Big 4, у нее вообще очень широкий спектр того, что она может делать, очень широкий. Почему к ней обращаются, ну, практически по любому вопросу. Как от, там, не знаю, развития бизнеса до там инвентаризации. То есть все, Да, все они делают, совершенно да? верно. Ну, Совершенно ну, верно. все, что связано с учетом там, да, Да, юридические какие-то услуги да, оказывают. Ну, то да, есть да, все. Соответственно, и дальше может как-то идти. да. Мгм. Будет. Может быть, может быть. Они же будут заниматься тем же Алло, слышно, да, сейчас? Ага, сейчас слышно. Да, да, да. Ну, соответственно, я понял, да, что искусственном интеллекте, как говорится, все эти бухгалтера, аудиторы могут действительно работать очень хорошо и прочее, если вся система находится в искусственном интеллекте, буквально. Да, да, вот абсолютно верно, да. Да, Что и вся система будет, да, да. То есть, это, ну, скажем так, уже какая-то будет другая вселенная. Эти, да, например, да, например, директор в системе искусственного интеллекта, да? да, Ну, это да. что-то интересное будет. То есть фактически получается, это будет минус человек, да, так сказать. То есть там человека не будет фактически. Получается так. Да, Это. да, только в этом плане, да. Мгм. Ну, Конечно, я говорю, что будет какая-то трансформация профессии, да? Да. А вот то, понял, что да. вот сейчас, например, даже аудит, да, ну, если в общем плане взять, скажем так, для западного, например, слушателя, то это именно нужный человек для инвестора, да, которому он Мгм. доверяет, Мгм. которому полностью, ну, понимает, да, и Да, берет да, всю информацию да, для своих да, да, дальнейших действий, да, да, да. да. Ну вот, Это вот то, что сейчас. И она же трансформируется. Вот сколько там, ну, не знаю, в той же Англии, насколько я знаю, это было с 13 кажется, века, да? То да, есть, естественно, это раньше был не тот аудит, который сейчас, да, естественно. да, Мы все, если бы раньше, например, в том же 13 веке сказать, что вот аудит будет, что он бы даже не понял, что это, да? да. Что это? Какие инвесторы, какие там акционеры, да? Какое там аудитское заключение, какое мнение? Ты просто скажи, вот, счетная книга, правильная или нет? Да. Там, кстати, развитие тоже было интересное, что развитие это пошло после судебных тяжб, Да. да, когда нужен был арбитр. То есть, по факту, аудитор уже был как арбитр, который он говорит, вот, например, вот, я доверяю этой книге, да, или здесь такие-то там ошибки, Да, да, и все, да. и они безапелляционно брали. А так они Мгм. могли спорить, да, ну, скажем так, очень Бесконечность. долго, Да, бесконечно, да. Поэтому он да, да, постоянно трансформируется. Что он да, там, да, скажем, арбитр, то он там да, счетовод, то да, он да, 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 ревизор там, да. да, 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 сейчас вот да, какой-то помощник да, инвесторам, там, да. вот так Ну вот. вот история такая, да, приезжает в Якутск человек, инвестор, да, и он говорит, ну вот, допустим, он индус, да, так сказать, Ага. приезжает, и он говорит, ну дайте мне, говорит, этого чартерд аккаунтана. То есть это вот чисто английский термин, да, chartered accountant — это фактически аудитор. У них аудитор еще выполняет такую роль, как, например, создание компании. Вот ему доверяет это, да, давайте вы Мгм. создайте мне компанию и прочее, там, со всеми документами, как положено, да, и установите систему, и это считается очень обычной нормой, да, нормальным таким событием.
И эти институт Чаттард Аккаунтантов, который в Англии, да, кстати, и в Америке он существует, он все действует же по шаблону английскому во всем мире. И там ситуация такая, что обязательно эти люди должны сдать государственный экзамен. Да, это 2 раза в год происходит. Когда ты смотришь в газете Times, там выходит целый список людей, которые сдали экзамены, там ни одной женщины практически не бывает, насколько я видел это дело. Да? И такое вот в России происходит или нет? Вы сдаете какие-то экзамены? Да, ну, опять же, да, реформа аудита, да. Первые экзамены здесь обязательны. Только они были постоянно, как сказать, менялись. В части, то есть, смотрите, чтобы аудитором стать, аудитор вообще это физическое лицо, имеющее квалификационный аттестат аудитора и являющееся членом СРО на данный момент. Да. Это получается там с 2009 года, да, с принятием нового закона, вот, который сейчас существует. До этого членом СРО не обязательно было быть, но выдавался квалификационный аттестат Министерством финансов. Там был такой отдел ЦАЛАК, Центральная аттестационная лицензионная структура, да, которая выдавала этот квалификационный аттестат на основе экзаменов. Конкретно я, например, в 2001 году сдавал экзамен Российской академии госслужбы. То есть он проходил там. Время на подготовку было немного, то есть они в общих чертах нам объяснили это буквально где-то 1,5, может, недели, так, 2. Ну, то есть, как бы просто, чтобы в общих чертах объяснить, какие предметы там будут, что это. Экзамен был письменный. Тестирование, а потом письменные ответы на вопросы. Да, получается, определенное количество баллов проходного набираешь. Сейчас я уже даже их не помню, там, потому что это все меняется, да. Да. И получается, если проходишь, становишься аудитором. Я, получается, сдал с первого раза. Слава богу, да. Мне помогло то, что в голове еще университетские знания остались, да, потому что все-таки у нас экзамен, ну, по крайней мере, на тот момент проходил как-то ближе к, да, ну, как сказать, шаблонно, что ли, так. Что у нас вот, ну, как экзамены вот в университете у нас дают, например, да, что вот, что у нас, что называется то, что называется это, как то, что, ну, то есть вот так, что-то типа ЕГЭ, что-то типа ЕГЭ получается, да. Дальше экзамены стали трансформироваться, они стали типа как бы письменно-устными, да, но примерно такими-то. На данный момент экзамен проходит в 3 этапа. В 3 этапа. Первый этап — это тестирование, 2 дня. Второй — письменный, ну, чисто письменный экзамен, в 3 дня он проходит. И третье — это, получается, комплексная задача, день. Все эти этапы, они разделены по времени. То есть это не в месяц проходит, а может там год спокойно проходить. Да. Чтобы перейти на следующий этап, нужно пройти каждый из этих этапов. То есть это очень серьезная тема. Очень серьезная, очень серьезная. Я даже больше скажу, например, вот я занимаюсь аудитом в Якутии, да, и у нас с началом, ну, с началом появления нового аттестата, это, получается, 2011 год, появилось новых аудиторов, даже не новых, это называется переаттестация, даже вот так можно назвать. Да, всего 12 человек. Всего 12. Это на всю Якутию? Да, на всю Якутию новых аудиторов. То есть, получается, вот когда включили понятие, ну, скажем так, переаттестация, да,
хотя это они так не называли, но тем не менее, да, получается, это 11-12 год. Вот за 2 года, получается, ну, в начале 13-го еще немножко там, совсем чуть-чуть, сдало 12 человек. Это вот последние, кто сдали, это начало 13-го года. Сейчас 2020, нового поступления аудиторов нету, потому что экзамен все-таки очень сложный. Можно сказать, что это фактически вымирающая профессия в Якутии. В Якутии, ну да, на данный момент, если что-то не изменится сильно, то да, на данный момент да. Я вот по аудиторам тоже можно даже понять, что насколько я помню, в начале деятельности моей как аудитора было в Якутии там 100 аудиторов, что ли. Ну, по крайней мере, те цифры, которые я помню изначально, да, где-то 100. Сейчас их 54. 54, где в том числе 12 вот этих новых. Новых, да. Но. А эти 54 могут и не обновить себя. Да, могут и не обновить. Потому что, если вот мы про реформы немножко задели, да, вот получается 11-12 год для аудиторов был такой переломный. Министерство финансов нам придумало еще один как бы такой препон, так называемый новый аттестат аудитора. То есть вот я, например, в 2001 году сдал на аттестат аудитора, да, там написано срочно. Бессрочно, да, да. Но тем не менее, они сказали так: вот ты сдавал бессрочно, у тебя там что написано? Общий аудит. Общий аудит. А будет специальный. А еще есть банковский аудит, страховой аудит, бирж аудит, да? Да. В мировой практике, говорит, нет разных аттестатов по аудиту. Да. А есть чисто один аттестат аудитора, который имеет право проверять, ну, любые сферы деятельности. Да. А у нас так. Но они не говорят, что саму систему учета страховщиков, банк, да, хозрасчетных организаций, систему учета сам Минфин же утвердил им разную. Понятно. То есть сферы деятельности разные. Но тем не менее, под это дело сделали новый аттестат, куда в том числе пунктом включили, что если этого аттестата нового нет, тогда, получается, не имеешь права проверять предприятия с долей госсобственности. Да. А у нас одни из, скажем так, организаций, которые постоянно делают аудит, да, это вот предприятия с долей госсобственности, да, потому что их собственник, там, Министерство имущественных отношений и земельных отношений, да, и они их сподвигают на такое, как аудит, да, может быть, не каждый там хотел бы, да, но тем не менее, да, вот их делают, да. Соответственно, этот аттестат, ну, по крайней мере, в Якутии, он нужен. Да, нужен, потому что у нас много предприятий с долей госсобственности. Ну, по крайней мере, на тот момент точно. Сейчас, конечно, но у нас нету человека, да, тогда, получается, с таким аттестатом? Нет, вот 12 человек. 12 человек вот 12, да. Вот они, получается, сделали так, что начиная с 2011 года позволили досдать те модули, да, которые не были сданы, когда сдавал, например, на общий аудит. Да? Да. То есть досдать в порядке тестирования. Понятно. Да, в порядке тестирования, да. А начиная с 2013 года человек должен был сдавать на общих основаниях, если хотел получить этот общий аттестат. Да. А те, кто не получили, они, получается, лишаются права проверять предприятия с долей госсобственности, а также акционерные общества, котирующиеся на организованном рынке ценных бумаг, то есть там банки, то есть все это у них улетело. У них, получается, все остальные аудиты. Да. То есть такой, скажем так, урезанный аттестат. Да. Да, и вот, получается, кто смог досдать, да, те получили вот эти аттестаты. А с нуля, вообще с нуля, получается, никто так и не сдал. Ну, в Якутии. С нуля, да. Это получается достаточно. Но это, как сказать, не умаляет то, что тут кто-то плохо что-то знает или не хочет учиться. Система еще
такая буксующая. Вот чтобы вот это вот все сдать, в Якутии нет ни одного экзамена. Даже тестирования нет. То есть вот 3 модуля, я говорил, да, там тестирование, да, письменный экзамен, там комплексная задача, да, и ни один из этих модулей в Якутске не проводится. То есть человек должен туда ехать, да, сдавать, потом Тратить деньги, надо да. туда приезжать, потом опять уезжать, то есть вот это, кому оно нужно? То есть если бы оно стоило, может быть, кто-то этим и занялся. А так как у нас аудит постоянно, да, в процессе реформирования, да, то человек не знает, что будет завтра, даже если он получит этот аттестат, да. То есть ему же Да. все-таки нужно какие-то перспективы рисовать, да. Да, а эти Да. перспективы не знает даже министр финансов Силуанов. Он говорит, что там скоро этих профессий не будет. Причем он, кстати, сравнил же бухгалтеров и охранников. Говорит, вымирающие профессии бухгалтер и охранник. Ну, не то, что он говорит, их не будет вообще, но будет очень мало. Ну, зачем это они? Да, да. И, соответственно, многие сейчас, кто хочет в эту профессию, они задумываются, естественно. А так ли оно? Вот, а может быть, Силуанов прав, да? Да, Может быть, кто его знает. Он может, уже да. может быть прав. Это как он сказал? Потом по шутке или нет, да? Ну, то есть это же, как сказать, по крайней Но мере, это про было бы... шутку он ничего не говорил. И Да, даже да, в да. каждой шутке есть доля шутки, как Да, говорится, да. да, да, Может, оно так и есть, да. да, Поэтому таких да, смельчаков, скажем да, так, не так много. да. Я бы еще сказал, да, так сказать, что если министр финансов шутит, это может быть очень опасно. Да, да. Да, да, нужно быть очень серьезным человеком, я так думаю. Поэтому у нас аудиторы постоянно в напряжении, ждут каких-то еще подвохов, так скажем. Да. У нас только в закон об аудитской деятельности уже второй он, получается, первый в 2001 вышел, второй в конце 2008, да, и уже даже вот в этот второй, да, который, ну, который просуществовал не так много, да, уже изменений столько внесено, да, что брать Никакой искусственный интеллект первоначальную... не сможет понять. Да, это точно. Первоначальная редакция и та редакция, которая сейчас, это уже, ну, скажем так, Да. переработано по мне процентов на 80. Да. Вот так. Я так понимаю, Совсем. там будет очень много еще и каких-то нестыковок, разных непонятных там вещей, которые нужно только в судебном порядке понять и прочее, то, чего, в общем-то, не существует, потому что в той же системе англосаксонской всегда существует судебная система, которая перетирает эту разницу. А в нашей системе этого нету, поэтому она не может быть, в принципе, перетерта. И получается так, что любые какие-то согласованные параметральные исследования этого момента не могут быть сделаны в принципе. Да. Потому что конфликты существуют реальные. И тут тогда вопрос такой, да, возвращаясь к великой большой там четверке, скажите, пожалуйста, вот была еще одна компания, да, Артур Андерсон, знаменитая, и она же исчезла конкретно, да, из-за того, что Enron, да, кстати, и прочее. То есть это же говорит о том, что в этой системе, да, могут быть и разные там возможности, да, имеется в виду компания, да, с руководством, и аудиторы, да, могут работать в каком-то совместно, да, в виде какой-то организованной группы, скажем так, для того, чтобы обмануть акционеров. Да, и в принципе все реформы, я скажу больше, да, что все реформы в аудите, они связаны только на двух словах. Это черный аудит. И они об нем постоянно говорят, что вот нужны реформы, потому что вот аудиторы то могут сделать, могут все сделать, да, но тем не менее судебных исков не так много, да, их можно, ну, грубо говоря, ну, очень мало, да, что в принципе как бы не доказывают их точку зрения, но они этим пользуются для углубления реформ, да. Да, и это как такой априори, когда им говорят, а зачем эти реформы? Они говорят, в борьбе с черным аудитом. И все, ну типа ты что, против коррупции, там, против вот этого все нелегала? Да, и как бы ложат всех своих конкурентов по дискуссию, ну типа на лопатки. Вот так вот всегда. Понятно. Да. Но тут, конечно, много можно про Артура Андерсона сказать. Получается, до 89-го было Big 4 называлось Big 8 вообще.
Да. Да. И, Ага. естественно, как и все организации, многие вообще организации, в аудиторском сообществе, в том числе за рубежом, существуют те же тенденции, то есть монополизация, да, Мгм. слияние, поглощение, да, Мгм. и в том числе нечестная конкуренция, да. Мгм. Да, вот все это в аудите и произошло. В частности, вот получается, в том числе в западном. То есть из Big 4, из Big 8 стало Big 4, да, Мгм. да, большая часть это слияние, Мгм. поглощение, так называемое, Мгм. да. Но были и вот такие нехорошие случаи, как Артур Андерсон. У него случился большой конфуз с фирмой Enron, Мгм. да, которому он выдал положительное заключение, а она в итоге пошла ко дну, да, и Мгм. потянула в том числе и эту фирму. Артур Андерсон, Сейчас да. ее нет, вообще Мгм. просто ее нет. Она, Мгм. конечно, входила э, в эту Big 8, да. Big 8, Всё, крупнейшая компания. конечно, как сказать, и после этого ужесточились требования к аудиторам, еще Мгм. ну, больше. И, в принципе, на Западе тоже идут постоянные реформы. Мгм. Реформы, вот эти вот международные стандарты аудита, они постоянно пересматриваются. И сейчас основная тема идет, например, это аудитское заключение, которое они видят в которой они видят более расширенную информацию для пользователей, да? Не просто Мгм. там выражение мнений, ну, там, положительное или там отрицательное, да, какие-то, а более расширенную информацию, ну, просто это как уже не заключение получается, а целый отчет, да, Мгм. что там на предприятии происходит, да. Мгм. И все, ну вот постоянно думают, как бы вот это вот исключить. Но, Мгм. тем не менее, я не слышал каких-то еще слишком громких дел в западном аудите, да, да, Мгм. то есть, что как бы из ряда вон выходящие. То есть, как сказать, в каждой деятельности найдутся свои, да, да. Мгм. То есть, и тут равнять как бы всех аудиторов с какими-то фирмами, ну, скажем так, которые случайно оказались в этой сфере деятельности, может быть, им надо было быть там, не знаю, Бонни и Клайд, там, вот что-то это. Ну, да, 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 да. А их занесло в финансы, ну, они решили здесь как-то поработать, так скажу, да. Ну, Да-да-да. да, да. Ну, поработали. У нас, Да-да-да. кстати, в аудите вот тоже были свои, скажем так, ну, нюансы, да. Вот была фирма ЮКОС, да. Мгм. Но тут больше, мне кажется, с политикой связано. Им выдали положительное заключение, потом на них наехала налоговая, да, Мгм. э, большие санкции там им вкатали, кого-то, мы Мгм. знаем, там Мгм. посадили, еще чего-то, да. Мгм. И получается, в итоге аудитской фирме пришлось отозвать это аудитское заключение, Мгм. что Мгм. для сообщества было, ну, каким-то шоком, да, и все потом долго обсуждали, а что это такое, а можно ли так делать, да, Мгм. там, и это очень долго, и до сих пор даже обсуждают, что как бы, но, тем не менее, это, кстати, выдала одна из фирм Big 4, которая Мгм. базируется в России, да, она Мгм. выдала это заключение, да, и сейчас благополучно работает после отзыва своего заключения. Вот так скажем. Ужасно. Да, 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 да. Да, ну вот у меня коллега, да, Альберт Иванович, очень Ага, интересуется экономическими вопросами, да, сам он ага, является активистом-инвестором небольшим, да, так сказать, и вот у него есть вопросы кое-какие. Пожалуйста, ага. Альберт Иванович. Добрый вечер. Виталий Здравствуйте. Сергеевич, спасибо, что согласились на интервью, но у меня будут такие общие вопросы, потому что я услышал вашу беседу и пришел к выводу, что наше правительство не очень хочет аудиторов. Да, в принципе, у нас, у аудитского сообщества такое же мнение вырабатывается. Но вот непонятно, да? То есть, если бы они сказали, да, все, аудитская профессия как бы не нужна, например, России, да? Ну и Да. просто бы, как сказать, запретили эту деятельность, и сказали, Мгм. расходитесь, так, да. Но такого не происходит, а Мгм. происходит постоянная реформы, трансформация вот этой вот деятельности в какое-то что-то, в что еще мы сами не понимаем.
Поэтому мы до конца сами не знаем. То есть нам напрямую никто не говорит, что ваша деятельность не нужна, да? Может быть, потому что российская экономика все-таки хочет быть экономикой на уровне, ну, на мировом уровне, да, аудиторская профессия в Европе очень важна. Я даже больше скажу, вот были опросы молодых специалистов, где бы они хотели работать на Западе, ну, в частности, например, в Британии, да, и в тройку лидеров входят в том числе аудиторские фирмы. Да. То есть люди хотят именно там работать и видят, что это благородная, честная профессия, да, где себя как-то хотели бы продвинуть. Да. Соответственно, может быть, нашим не совсем удобно как-то избавляться там от аудитов. То есть это профессия нужная, но они почему-то не видят, как она может помочь государству. Вот сейчас государство имеет многочисленные органы госконтроля, которые ей, ну, можно сказать так, помогают разобраться в том, что происходит. Но, правда, в госпредприятиях это там счетная палата, контрольное управление, там, различные контролирующие органы, Росфинмониторинг, там, ну, много всяких различных контролирующих органов, откуда они черпают информацию. Да. А от аудиторов конкретно государство, да, информацию, скажем так, в большем объеме не получает. То есть, может быть, они хотели ее, ну, получать в большем объеме, но тут есть такое понятие, как аудиторская тайна. То есть аудитор может рассказать именно только то, что ему дозволено сказать, а это конкретно мнение о конечной отчетности. Да. То есть достоверно, недостоверно, но не более развернуто. Если бы это будет развернуто, то это уже не будет называться независимая проверка, да, о которой будут уже, получается, знать все. Да, это информация как бы скрытая, да. И вот в этом, мне кажется, у них какой-то комплекс постоянно, да, что вроде аудит где-то прошел, да, а информации лично у них ее нет. Нету. Да. И они как-то вот все хотят подобраться вот к этой информации. И в итоге даже, вот, например, в 2000, когда я начал работать аудитором, в принципе, у нас аудиторский отчет могли взять только следственные органы по решению суда. Да, то есть вот до такого уровня, да. А сейчас, например, нас контролирует Росфинмониторинг, федеральное казначейство, да, что так или иначе как-то к информации они могут подобраться. Сделали еще дополнительно, что по запросу налоговиков мы должны отвечать, там, то есть ту информацию, которую они не могли в организации. То есть все равно какие-то шаги они вот делают, да. И я не знаю, как там на Западе с этим происходит, да, насколько их прям жестко, не то что контролируют, да, а получается вот как бы подбираются к ним госструктуры, да. Так ли это прям вот жестко, как у нас. Но у нас на данном этапе достаточно серьезно это дело, да. А государству, мне кажется, что им все-таки чего-то еще не хватает. Они хотят вот такую информацию обладать, да, с которой можно было бы прийти на предприятие и, может быть, что-то взять, получить, не знаю, там, дополнительные технологии, а может быть, дополнительные знания. Да, я вот сижу и сравниваю, да, работу аудитора, ну, с работой врача, да. Ну, в данном случае врач проверяет человека, аудитор компанию, и находит какие-то, допустим, и делает какие-то, ну, выдает какие-то результаты. Если врач говорит, что надо туда, вот это надо лечить, то лечить. Аудитор говорит, что у вас тут есть какие-то минусы, там нужно как-то что-то сделать больше. Вот скажите, у нас в Якутске есть своя большая четверка именно аудиторов? Хороший вопрос. Но скажу так, нет, большой четверки нет. В среднем организации так или иначе одинаковые. Так или иначе.
Есть средняя четверка, да, получается? Да, какая-то средняя четверка, кто-то чуть больше. То есть это не такой уровень, то есть, скажем так, если вот на уровне России брать, то есть Big 4, есть крупные аудиторские компании российские, и есть малый бизнес аудиторский, да, малые компании, да. То есть как-то вот так структурировано. То есть здесь, в принципе, в Якутии все малые, вот так, если по-простому. То есть тут только мало, тут крупных нет, вот так. Даже средних нет, вот так. Да. Это же показатель развития экономики, скажите. Ну да, в принципе, это показатель. То есть тут это же зависит, причем не только от аудиторов, да. В Якутии же есть, в принципе, крупный бизнес. Очень Да. крупный. Хоть небольшой, да, ну, в смысле, не так много компаний, но он есть, да. Но, к сожалению, эти крупные организации, они, ну, для нас, они пользуются услугами исключительно Big 4. Big 4, да. Да, Ну, та же исключительно. Алроса, например, да? Да, они как и пользовались этими услугами, так и пользуются. Единственное, на заре аудита, скажем так, середина 90-х и вот, может быть, до 2000-х, да, наши компании как-то еще умудрялись делать аудит банков, там, страховых компаний, наших местных, да, каких-то нефтегазовых компаний. Как-то еще это дело шло, и, может быть, до середины 2000-х. Да. Потом эта тема переключилась, они стали делать там, как-то перешли в разряд акционерных обществ, акции которых котируются так или иначе, да. Соответственно, им, скажем, добрые люди сказали, что раз у вас акции котируются, то вам нужно серьезные организации, такие как Big 4, да? Да. И в итоге Big 4 оказался у нас здесь не только, ну, то есть практически он подмял все более или менее организации, которые котируются на бирже, да? Да. То есть очень редкая организация, которая крупная, да, и она, да, даже, например, крупную аудиторскую российскую компанию берет Московскую. Я уже не говорю о нас, да, они даже российскую крупную и то не всегда берут, но тем не менее. Да. Вот вы сказали, что поэтому... в 90... Вот, Да. извините, что перебил. Вы сказали, что в 90-е это был рассвет аудита. То есть, получается, в советское время этой профессии не было, да? Нет, в советское не было. В советское была плановая экономика, там были ревизоры, да, и они, у них система проверки была простая, сплошная проверка. То есть бери и прям все проверяй, все, вся и все. Да. И более того, вот аудитор, да, он, например, на организацию никак не может влиять, да, никак не штрафует, не то, наоборот, он помогает, как выйти из проблем, да, да. А там была такая организация, ОБХСС называлась. Да. Скажем так, очень страшная организация для финансовых работников, равносильно там КГБ, так скажем. Что практически, если они что-то дошли, то тебя ждет очень трудные темы, скажем, ну, если для сравнения, там, а-ля ГУЛАГ тебе обеспечен. Вот так. Ага. Долгая дорога в дюнах, да. Соответственно, темы плановой и рыночной экономики и темы ревизор, который полностью проверяет все, да, и, скажем так, за какие-то растраты тебе может грозить уголовка, да, и аудитор, который проверяет, действительно тебе полностью честно говорит твое состояние, но он тебе помогает от этих проблем избавиться, да, он тебе дает рекомендации, да, полностью тебе всю раскладку, почему у тебя так вышло, почему это проблема, да, то вот в этом большая разница, как говорится, деятельность. Вот я почему и говорю, что профессия аудитор, да, она еще там с древних времен, да, но она постоянно трансформировала, да, то есть это разные аудит раньше и сейчас, это как бы две разные вещи, да, но тем не менее их объединяет тема контроля, проверки, да,
перепроверки там. То есть вот Совершенно так. верно. Да, Да. вот это их связующее звено, а результаты и система, она постоянно меняется. Да, соответственно, если брать Россию, она начала меняться. Ну, скажем так, первая аудиторская организация в России появилась еще когда нормативных актов как таковых не было. Это 87-й год, Инаудит она называлась. Она проверяла совместные предприятия советско-западные, да? Да. И там специальное постановление Совета Министров было, которое дало добро на эту организацию. Создание это, да. Да, создание. Да, и вплоть, получается, до какого-то нормативного регулирования многие видели в этом ревизоров. Я говорю, даже я застал время, где как бы видели, что аудитор и ревизор это практически одно и то же. Да, да. Когда приходили там в ГУП, они примерно так и думали, что все, мы сейчас начнем их, во-первых, сплошную проверку, да, а во-вторых, наказывать, и что мне за это будет? От нас в любом случае вам не будет ничего. Да. Это их удивляло. То вам нужно тут-то, тут-то. Да, то есть директора воспринимали так, что мне за это будет? Да. А если мне за это ничего не будет, тогда то зачем мне это исправлять? Да, Да. то есть это, как сказать, не подход скажем так, руководителя предприятия, которое ведет свою деятельность в рыночной экономике, да? И тем более не подход там акционеров, инвесторов, да. Да. Но тем не менее такой подход был, да, и слава богу сейчас он как-то уходит, начинают все-таки понимать, для чего нужен аудитор, да, для чего нужен аудит, ну, слава богу. А вот если сравнить 2003-2004 года с тем, что сейчас, 2020, да, сколько работы сейчас автоматизировано примерно в процентах? Ну, допустим, представим, да, что вот вы взяли заказ и начинаете уже аудиторскую проверку. Как это происходило в 2000-х и как это происходит сейчас, где вот сколько роль компьютера добавилась, убавилась? Но смотрите, тут вот два аспекта. Первое, автоматизация самого учета, да, бухучета, то есть организации. А второе, автоматизация уже системы проверки нашей. Да, то есть тут две параллельные темы шли. То есть, когда мы начинали проверять, у некоторых даже была не автоматизированная система учета. Были такие организации, да, там, ну, например, мы проверяли там сельхозпредприятия, там, которые занимались там, ну, не знаю. Они ручкой в тетрадке писали, получается. Да, у них были такие книги, счетные книги, ну, хотя даже по теории бухучета должна была быть главная книга. Но тем не менее, и вот у нас здесь проверяйте. А проверять-то, по сути, было нечего, да, то есть это не был бухучет, да. Соответственно, мы им говорили, либо они восстанавливали учет, да, до момента, как он должен выглядеть фактически, да, либо с ними как-то прощались. Были журнальная орденная форма, мемориальная орденная, то есть автоматизировано было не все, но тем не менее 2000-е это уже в основном там 90% автоматизация, то есть уже были там программы 1С, это все как-то, да. Соответственно, это начало нам помогать. В части чего? Если, например, раньше в неавтоматизированной это время уходило, ну, все это как минимум там пролистать, да, все это сбить прямо на калькуляторе, то здесь, ну, помогала программа, помогал там Excel, так скажем, да, как-то все это более быстро посчитать. В части нашей работы, автоматизации нашей работы, то начало 2000-х, в принципе, очень слабо была автоматизация, очень слабо. Конкретно здесь, в Якутии. Может быть, в Москве как-то, и то я сомневаюсь. Потому что аудиторские программы стали достаточно поздно появляться. Но я скажу так, аудиторские программы для аудиторов, они не позволяют сильно влезть в тему проверки. Они предназначены для оформления проверки.
То есть у нас Мгм. вот такие есть понятия, такие рабочие документы, да. То есть все должно быть как бы шаблонно. Вот проверили то-то, все это в шаблоне оформи, цифры запиши. То есть вот в таком плане. А не то, что программа позволяет как-то сильно найти эти ошибки. То есть до сих пор вот те программы, которыми мы пользуемся, сильно не позволяют это сделать. Какие-то элементарные вещи он может там сделать, ну, элементарные, там, не знаю, оборотку как-то сравнить, там, не знаю, там, может быть, с декларацией. И то, это все равно все перепроверки. Все равно перепроверки. Ну, по сути, это такое программа для документа оборота аудита. Вот так. Мгм. Ага. Да. Но, тем не менее, конечно, она помогает, потому что если без нее, да, а просто это, скажем так, оформлять там в Word или Excel, да, это, мне кажется, будет подольше. Хотя, вот я скажу по опыту, многие крупные фирмы, они свои программы сами делают, да, и эти программы идут на основе Excel. То есть крупные аудиторские, да. То есть у них есть какие-то разработчики, которые вот они с этой, скажем так, обычной вроде программы, да, делают свои шаблоны, ну и достаточно хорошо делают. Но тем не менее, все равно это программы документооборота аудита, а не те программы, скажем так, вот, о которых мы говорили, там, искусственный интеллект, который поможет что-то проверить. Да, то есть по времени проверки середина, например, середина 2000-х и сейчас не сильно отличаются. Прям уж там Мгм. нет, не сильно. Вот я Именно хотел проверки. Ага. Я почему это спрашиваю? Потому что да, если есть автоматизация, то там в первую очередь начинают использовать именно вот искусственный интеллект, потому что искусственный интеллект как бы сильно не устает и может там часами сидеть и И отделять, автоматизация. да, отделять как бы разделять кошку от собаки, да? Вот вы сказали, что аудит это прежде всего творчество. Да. И мне кажется, да, если там в профессии много творчества, то искусственному интеллекту как бы сложно будет конкурировать с человеком. Можете еще подробно вот рассказать, почему вот это, казалось бы, аналитическое направление, аналитика, да, цифры, но при этом так много творчества? Но творчество, смотрите, в чем ситуации, вот стандартных ситуаций в разных компаниях, да, проблемных именно ситуаций, не так много, чтобы одна ситуация 100% подходила под другую ситуацию. Да, несмотря на то, что они все жизнятся, ну, например, там, на системе управления, налогообложении, учете, да, но тем не менее, там, разные контракты, да, разные сроки, разные даже нормативные акты. На тот момент это были такие, сейчас там другие, да. То есть это постоянно нужно вот анализировать, какой срок. Вот, например, мы проверяем сейчас 2000 год за 2019 год, да. Сейчас в 2000-м нормативные акты изменились, в 2019 были такие. Можем за 18, там другое совсем, да. Да, то есть прям такого шаблона, что бери и вот это переноси туда, нет. Соответственно, мы берем проблему какую-то и ее с разных аспектов, там, с юридической точки зрения, с финансовой, с налогообложения, со всех сторон мы ее смотрим, да, смотрим, каким следствием она может привести, да, смотрим, какие нормативные акты она трогает, да, да, и в принципе даем рекомендации, как из этой проблемы выйти, да. То есть, ну, бывает разные, конечно, может быть, и никак уже нельзя выйти. Но тем не менее, да, например, бухучет, он на то и бухучет, да, что и все-таки исправить можно. Исправить можно, ну, там, если это по налогам, значит, доплатить налоги, там, еще как-то. Ну просто ситуации разные. Абсолютно, да. Соответственно, все творчество уходит именно на аудиторский отчет. Вот в смысле, в чем вот творчество? Вот аудиторский отчет, который пишется скажем, по всей деятельности организации, да, то есть затрагивает все счета, да, как бы юридические аспекты договоров, то есть полностью мы проходимся по всему учету, прям начиная там, прям вот берем, вот, например, баланс и полностью про него
по всем счетам проходимся. И туда углубляемся до такого уровня, который вот у нас называется уровень существенности, да, где можно говорить, что проблема серьезная, либо несерьезная. Да? То есть как она повлияет на дальнейшую деятельность организации, на ее учет, на отчетность, которую она дала, то есть сильная или нет. Да. То есть и вот это вот мы расписываем. Если бы мы занимались, ну, грубо говоря, просто аналитикой, то мы бы просто цифры писали, ну, например, такая строка баланса не сходится там на такую сумму, да, и, ну и как бы и все. А почему так произошло? Для чего? Что нужно сделать? Какие последствия? Ну, как бы это бы оставалось за скобками, да. Да, и получается вот творчество в том, что каждая ситуация индивидуальна, да, да. И вот этот отчет мы с организациями говорили, это в принципе у вас даже как руководство к действию. Вот у вас проблема возникла, вы вот ее открыли, да, смотрите, да. Там, во-первых, аналитика вся расписана, ваша же, да, да, что, где, кого, то есть за год даже организации сами не знают, да, что у них за год произошло, да, там полностью вся раскладка, и все существенные проблемы описаны, полностью они разжеваны, и прописаны моменты, как их устранить, да. То есть вот в этом, да, и каждый отчет, естественно, у нас индивидуален, ну, то, что, да, то есть стандартного не может быть, что я этой организации выдал отчет, то есть там, грубо говоря, все другое, и это, и то же самое. Поэтому каждой организации свой подход, да, да, пока выяснишь, чем занимается, да, как долго занимается, все проблемы, то есть нужно изучить, нужно полностью погрузиться в организацию, полностью, Есть от и до. какие-то параллели, да, с работом детектива, какие-то параллели? Да, есть. Ага, есть такое. Вот когда я бываю в книжных магазинах, я специально, ну, чисто удивляться, проверяю вот отдел финансов, да, я там вижу вот эти талмуды, аудит, бухгалтерский учет, там где по 1000-1500 страниц. И я вот, когда фото ваше видел, там тоже вот эти книжки стояли. Как вы вообще человек может справляться с таким количеством информации, и как человек может вот все это дело как-то в себе вот держать? У вас есть какие-то техники? Ну да, честно говоря, иногда сам удивляешься, как столько информации можно поглощать, да. Но без этого вот никак. У меня, получается, был такой вот задел изначально, да, поглощение информации, да, вот когда я только начинал учиться. И слава богу, он еще остается, да, что, но понимаете, у нас сфера деятельности такая, да, что если ты не будешь совершенствоваться, да, не будешь читать, то ты уже на следующий же год все, как сказать, Ушел. можешь из обоймы вылететь, да. Тут вот невозможно стоять на месте. Более того, изначально в систему аудита было заложено такое понятие, как повышение квалификации, обязательное, да? Да, то есть тут уже у нас, например, обязательное повышение квалификации 40 часов в год. То есть даже если ты не хочешь, а 40 часов это получается, ну, практически неделя по 8 часов. Ну, достаточно интенсивно, это так получается, так, если разобраться. Это то, что обязательно, да. Да. И я уже не говорю о том, что, ну, человек сам должен во все вникать, потому что, вот смотрите, вот, возникают вопросы у организации, да? Да. Они же возникают в основном, ну, вот текущие, я не беру уже те эти года, за которые проверяем, просто текущие. Они же возникают, исходя из новых изменений, да. Люди обращаются лично к нам, да? Да. И эти изменения мы уже должны быстро переварить. Не просто их прочитать, а еще переварить, понять, что это за изменения, да? И человеку доходчиво объяснить, да, что нужно сделать, да. Соответственно, если ты этого не будешь уметь, да, то как бы в аудите делать нечего. Тут другого не дано. Да, но успокаивает то, что человек, который любит знания, ему это интересно. Да.
ему это не кажется тяжело, что, ё-моё, еще один закон прочитать, все, это же сейчас не выдержу, да? А наоборот, интересно, что придумали такое новое, да? Что там изменилось, да? Как это теперь отразится там на налогообложении, как на организациях отразится? То есть, ну, как бы с позитивом надо все воспринимать. Да. Да-да-да. Я, Да-да-да. я помню, мы в свое время вот были на конференции бухгалтеров-аудиторов, да, и там в том числе были законотворцы, да, так скажем, депутаты, и им задавали, а что же вы вот так в законе написали, а что же вот так? Они сначала отвечали, и видно, так плавают, да, потому что, ну, скажем так, законы очень, ну, достаточно дырявые были, может быть, они не специалисты, может, специалисты, и они потом говорят, а что же вы, аудиторы-то, плачете? Это же ваш хлеб, говорит. Вы должны будете объяснить, почему вот так, и что теперь делать. Да. Больше им вопросы аудиторы не задавали. Да, то есть все вопросы скажем так, к проблемам законодательства мы же сами себе отвечаем. Вот у меня, например, вопросы, когда возникают, да, круг, к кому я мог бы обратиться за помощью сам лично, да, он не такой большой, так скажем. Да, поэтому получается, как я его понял, как я его проанализировал, переживал, вот И так будет. оно и есть. Да, и это мнение я уже буду доносить до своих клиентов. Вот финансы — это тема, которая требует очень много чтения как раз, да, и надо очень много думать. Допустим, когда мы открываем вот все эти отчеты, там куча цифр, и надо находить какие-то шаблоны, паттерны вот в этих цифрах, да? То есть, если у человека нет к этому, скажем так, генетической предрасположенности, что вот человек смотрит на цифры, ему нравится это. А есть люди, которые вот смотрят и, о, боже, это не мое. То есть, этим людям вообще изначально не надо в аудит, получается. Да, я думаю, да. Я, по крайней мере, я когда в аудит пришел, я уже понял, что бухучет это мое, да. Аудит это получается какой-то уже другой этап, ну, чуть, скажем так, ну, для меня он был выше, да. Соответственно, когда понимаешь, что бухучет твое, тогда и аудит будет твое, да. То есть тут, как сказать, цифры действительно нужно полюбить эту профессию, да, очень серьезно. Я помню, в университете, когда учился, поступал-то сначала на экономиста, и мне всегда, а потом, когда переводился на бухучет, мне говорили, как же ты там будешь работать, это же вот бухгалтера, ты только на них посмотри, это же, ну, они действительно были такие все, такие угрюмые, такие умы, там постоянно как-то веселились, это у нас все весело проходило, а они вот такие все зажатые какие-то, ну, пока не так, как казалось. Да, ты что, это же, блин, ага. Да, и, честно говоря, я сам удивлялся, думаю, странно, что такие бухгалтера, что за люди такие, это постоянно в себе, постоянно в этих цифрах. Но на самом деле, когда вник в суть профессии, да, понял, что это, ну, скажем так, достаточно интересно, да, и когда ты понимаешь именно систему, как она работает, тогда у тебя в голове весь пазл складывается, что, где смотреть, откуда это приходит, где искать. Ну, А можете, пожалуйста, вот посоветовать кино, где один из главных ролей — это как раз человек, который занимается аудитом, чтобы можно было это хотя бы популярно понять, что это такое? Ну, скажем так, если кино идет про аудиторов, да, то это не позитивное кино. Да. Ну, по крайней мере, таких фильмов еще не сняли, к сожалению, да, где аудитор бы работал себе спокойненько, все проверял, у него все прекрасно, удивительно. Обязательно это какие-то фильмы такие, что что-то произошло. Я вот, к сожалению, не помню, как этот фильм назывался, но он был вот как раз про Артура Андерсона. Да, вот это. Да, и я не помню, мне кажется, я его даже не досмотрел, мне было это, скажем так, тяжело смотреть, да, как все это происходило, как получается, бизнес этот аудиторский у них рушился. Ну, нет, такие прям позитив, именно про аудиторов. Про аудиторов, к
сожалению, в позитивном ключе я не помню ни одного фильма. Вот так. Да. Ну, к сожалению, да, чтобы так вот аудитор, хотя по факту аудитор это вот реальный помощник. И в принципе с теми клиентами, которые мы имеем постоянные взаимодействия, да, они нас все очень хвалят, благодарят, да, да, потому что мы действительно им помогаем, да. Но со стороны, если говорить кинематографа, то помощь никак не вписывается в систему, может быть, что-то такого экшена или что-то, да. Это как бы все тихо. То есть у нас, кстати, знакомая одна говорила, что вот у директора должен быть собственный священник, собственный адвокат и собственный аудитор, да. То есть вот тылы, чтобы были прикрыты, да, да. То есть, но это тылы прикрыты так, что это все должно быть тихо, да. То есть это не должно быть на всеобщее обозрение. Поэтому все, кто как-то там пользуются услугами аудитора, это как бы не выстреливает, что вот там кто-то, что-то. Все знают, все, кстати, аудиторов тоже, как сказать, вот у нас основная система, вот если заметили, нет такого рекламы аудиторской деятельности в Якутии, да? В Якутии конкретно, я не знаю, может где-то и есть, да? То есть это все равно идет из уст в уста, так скажем, на доверии, да? И если тебе доверяет такая фирма, другая, да, что тебя видят, да, то они рекомендуют другим. То есть как бы по рекомендациям. Да, и вот это так. Ну, к сожалению, с фильмом нет. Я даже тот фильм не помню, потому что, я говорю, мне было его тяжело смотреть. Ну, можно, наверное, его найти, это про Enron. Ну, вот как-то так. А можете, пожалуйста, вот у меня было такое мнение, что аудитор — это человек, который с офисом в Манхэттене, там, в спортивной машине приезжает, там где-то загородный дом, яхты и прочее. В Америке имеется в виду. Но это, наверное, может быть, спутали с адвокатами. Не знаю, может быть, они как-то вот так. Я лично не видел, как бы, ну, сам лично, да, аудиторов, ну, которые вот так вот себя ведут. Почему, да? Потому что, мне кажется, если именно он аудитор, как бы работающий, да, не какой-нибудь там, ну, есть там понятие аудиторов очень много, там, партнер, да, что ему не обязательно работать, но он уже заработал, так сказать, себе это место под солнцем, так скажем. Да, да, то есть он может быть аудитором, но не сильно как бы в деле, так сказать. Да. Тот, кто работает, он вряд ли себе позволит постоянно вот так в таком увеселительном виде жизнь проводить, вот так вот. Да. То есть ему чисто по времени просто так не пойдет. Аудитор все-таки, по мне, это человек, который постоянно совершенствует свои знания, постоянно вот в теме. Вот, даже адвокаты, они как бы себя не позиционировали, да, но хороший адвокат, он тоже постоянно вот как бы о чем-то думает. Ну, может быть и руководители аудиторских фирм, вот там Big 4, честно говоря, я не видел, я даже их, кстати, и не видел, да, как они себя ведут, как они живут, может быть. Ну, кстати, об этом о многом и говорит, что они себя не позиционируют, я не видел. В принципе, это же Big 4, да, ну, достаточно серьезные фирмы, а я не слышал, что вот, руководитель там Pricewaterhouse, там, ага, там, даже где-то на Мальдивах, никогда не слышал. А с другие организации это вполне нормально. Там, не знаю, он Абрамович, мы постоянно видим, где-то он там отдыхает, то на яхте, то еще где-то. Да, поэтому, конечно, в зависимости от того, какая фирма там, крупная, не крупная, как аудитор поработал, он может себе много чего позволить, да? Но постоянно это позволять в любом случае, мне кажется, он не может. Да, нужно все-таки быть больше в деле, чем там. Это как-то, как сказать, ну, типа как военные, что ли, что постоянно надо быть в форме. Вот. Я о чем.
В общем, ну, то есть мое видение... Тихович, вам Вот, слово, да? Да. Ну вот очень-очень интересный такой получился у нас рассказ ваш услышать, да, очень-очень интересный. И я бы сказал, для себя очень много узнал, да, так сказать, скажем, что аудитор — это человек, который постоянно совершенствуется, да, это почти что как военный человек, который должен быть постоянно в форме, да, и чтобы стать аудитором, ты должен любить свою профессию, любить цифры, да, это уже по-другому дисциплинирует, по-другому вы видите мир, получаете удовольствие от своей работы. И фактически то, что вас сейчас держит, это энтузиазм, который у вас есть на свою профессию. Ну, я не знаю насчет вознаграждения в России, ну, имеется в виду, это трудно сказать, но это одновременно ответственность перед своими клиентами, да, и творчество, которое есть, это удивительно. Ну, вот обычно у нас Альберт Иванович спрашивает вопросы, блиц-вопросы. У вас будут блиц-вопросы? Нет, Альберт Иванович? Да. Да, Мы пожалуйста. традиционно закрываем каждое интервью блиц-опросом. Да. И мы, это у нас всегда бывает полушуточно, потому что мы спрашиваем, предлагаем два варианта ответа, вы выбираете вариант, который вам больше ближе. Мгм. И хочу напомнить, не устаю напоминать, что все наши разговоры, они идут параллельно в прямом эфире в Фейсбуке, на странице Малой Академии Наук. И разговоры с людьми, которые мы до этого проводили, они у нас все хранятся в YouTube. Тоже на странице Малой Академии Наук. Хорошо. Сегодня у нас блиц-опрос с Светланой Сергеевичем, и мы начинаем. Готовы, да? да, да. Хорошо. Раз, два, начали. Кто умнее? Кошки или собаки? Собаки. Еда или сон? Сон. Чай или кофе? Кофе. Утро или вечер? Вечер. Пельмени или шашлыки? Пельмени. Театр или кино? Кино. Море или горы? Горы. Айфон или андроид? Андроид. Бег или плавание? Плавание. Билл Гейтс или Стив Джобс? Стив Джобс. Велосипед или лыжи? Велосипед. Лучшая книга про аудит? Про аудит. Ну, скажем так, ну, энциклопедия общего аудита. Ваш любимый девиз или цитата? Все течет, все меняется. В чем смысл жизни одним словом? В мудрость. Спасибо большое. Это был наш блиц-опрос. Пожалуйста, Светлюнович. Да. И, естественно, и после того, что мы услышали, какие тонкости профессии и прочее, у меня вот самый важный, да, так сказать, вопрос, который мы так и не ответили. Вы бы рекомендовали нашим молодым людям, которые интересуются математикой, разными вещами, искать в этом направлении профессию и становиться аудиторами? Но, в принципе, видя самого себя, да, как я был тоже молодым, выбирал профессию, мне эта профессия нравится, да. Мне кажется, что кому-то она тоже может очень быть интересная, да, необычная. В любом случае это что-то, скажем так, неординарное. Да. Да. Если человек выберет аудит, посвятит ему жизнь, да, я думаю, ну, вряд ли он разочаруется именно в тех знаниях, которые он приобретет. Да. Чисто вот просто для себя. Я не говорю уже там глобальное что-то он построит, там, сделает там Big 5, например, да. Нет. Чисто вот для себя, в принципе, я думаю, он, как сказать, будет... Он поймет, что не зря время потерял. Да, понятно.
Ну вот я уже как пришел к такому мнению, что это очень чисто такое мужское ремесло, которое требует очень много силы, воли, храбрости, и, скажем, ну чисто такой мужской чести. И я думаю, что нашим многим парням это, наверное, очень будет даже интересно подумать об этом, потому что, ну, на самом-то деле это профессия, которая и есть отражение нашей состояния нашей экономики и прочее. Будет у нас экономика, и будет эта профессия невероятно востребованная и интересная еще к тому же, да. Она и так интересна, потому что как вот движется у нас и наш бизнес, и как выживают люди. В этом деле очень полезные сервисы вы даете людям, и без этого было бы исключительно, скажем, тяжело и трудно, и поэтому и благодарю вас, и очень, что вы есть, вы существуете, что-то такие сервисы даете людям, и, по крайней мере, я надеюсь, что когда вы работаете, то в Якутии будут хотя бы экономики идти, и какие-то новые бизнесы появляться во благо и республики, и вообще, так сказать, всех нас, которые здесь живут, да, потому что без этого я не вижу, как может экономика развиваться Да. фактически, да. Спасибо. Спасибо Вам большое. большое спасибо, что пригласили, что Да, задавали такие интересные вопросы. В да. любом случае, Ну, по крайней мере, мы ответили, что искусственный интеллект никогда не сможет нет, нет. что-то сделать по этой профессии, что она, скажем так, исключительно обезопасена тем, что человек очень существо творческое и непрогнозируемое, и что все делается, да, должно быть под контролем. Да, вот такая история. Ну, спасибо большое. Да, Да, спасибо большое. Да, ну, финансы — это такая тема, можно часами говорить, что и показывает, да, что мы 2 часа сидим, и очень интересно, и вопросы возникают еще и еще. Я могу задавать еще кучу вопросов, но, как известно, время не резиновое, поэтому мы в любом случае еще потом встретимся, обязательно обсудим те вопросы, которые у нас остались. Спасибо, благодарю. Спасибо. до встречи. До встречи. Да, интересно. Да.